В Галский район с инспекцией прибыл начальник агрономического отдела Министерства сельского хозяйства Эдуард Барганджия, чтобы увидеть, как реализуются проекты сельчан, которые выиграли тендер целевой ведомственной программы развития сельского хозяйства в 2022 году. Первый объект, который посетили с инспекцией – цех по переработке ореха фундука, расположенный прямо у въезда в город Гал. У индивидуального предпринимателя Рауля Григорян и его команды давно была идея запустить данное производство, но средств для реализации не хватало. Поэтому было принято решение принять участие в программе развития сельского хозяйства, где они позже выиграли тендер. Предприятие работает примерно год. Минсельхоз выделил индивидуальному предпринимателю Раулю Григорян 3 миллиона рублей на приобретение оборудования для переработки фундука. За спиной вы видите, это самое первое, то, с чего начинается вообще процесс переработки ореха. Вот здесь у нас приемный пункт, там стоят весы. Мы принимаем там орех, соответственно, выводим его, определяем качество, и зависит цена от качества, но мы платим по рыночной стоимости. Вот. Принимаем орех, после этого орех в мешках мы засыпаем вот в этот отстойник, поэтому отстойник он идет в барабанную систему, это очень важно для калибровки ореха. Он калибруется по номерам, в дальнейшем он переходит в дальнейшую переработку, где уже у нас сам орех ломается, скорлупа отделяется, остается сердцевина. Далее мы сердцевину переносим уже в другой цех, к женщинам на стол. Женщины уже вживую перебирают гнилое от хорошего. Благодарим Министерство сельского хозяйства и высшее руководство Республики Абхазия. Это неоспоримая, неоценимая помощь в создании такого рода предприятий. В цеху более 30 сотрудников, большая часть из них – женщины. За весь период в предприятии было обработано около 50 тонн ореха фундука, но это не максимум. В сутки цех может перерабатывать до 32 тонн. Мы его полноценно не могли загрузить, так как не было того количества ореха и нет конкретного сегодня покупателя, потому что покупатель он находится за пределами Абхазии. Ну, вы понимаете, с вывозом ореха, с вывозом всей продукции в Абхазии мы сталкиваемся на границе с некоторыми проблемами, но мы эти проблемы тоже решили. Мы сделали соответствующие документы, сертификаты, зарегистрировались и в России. Все эти подходы мы сделали. Мы можем вывозить орех, но конкретного покупателя сегодня крупного мы пока не имеем. В селе Шишиквара Малхаз Баджава и Сергей Библая при поддержке Минсельхоза открыли животноводческую ферму. На организацию фермы было выделено 1 миллион 200 тысяч рублей. На эту сумму были куплены 19 коров. Сельскохозяйством давно занимаемся. А этот проект начали октября месяца. На государственные деньги купили около 20 коров, 19, то есть не точно. Материал привезли. Это тоже на государственные деньги, сами построили, зарплату получаем регулярно, вроде бы все нормально. Любое начинание приветствуем. Как отмечает фермер, на выгул скот выпускается в специальное загороженное пастбище на 15 гектаров. Все животные здоровые, прижились хорошо, 4 коровы за это время успели отелиться. В селе Хиацха и Махуинжа реализуются проекты по закладке мандариновых плантаций. Для обоих проектов были приобретены в общем 4130 саженцев на сумму 1 миллион 240 тысяч рублей. Мы благодарим Министерство сельского хозяйства за оказанную нам помощь в этом проекте. У нас посажено 800 корней. Министерство сельского хозяйства, спасибо вам за такой подарок. 3300 корней. Абхазия щедрая душа, как говорится, вы нам помогли очень. Как сообщил главный агроном Галского района, в 2022 году с Галского района было подано 9 проектов, и все они были одобрены. По данным Управления сельского хозяйства, в этом году уже подано 8 проектов, но они пока на рассмотрении. Также Ли Решони отметил, что в целевой ведомственной программе развития сельского хозяйства может принять участие любое физическое лицо. Физическое лицо, будь он ИП, нет разницы, пишет проект, обращается к нам в управление сельского хозяйства, мы отсюда даем ходатайство, и этот проект поступает в Министерство сельского хозяйства. А потом уже там комиссия решает это все. О том, как прошла инспекция в Галском районе, рассказал начальник агроотдела Министерства сельского хозяйства Эдуард Барганджия. Сегодняшняя наша поездка проходила по Галскому району, по ряду сел.
где были, значит, отпущены в прошлом году средства на приобретение саженцев и оборудование по переработке ореха фундука. На мой взгляд, и на самом деле эти проекты были осуществлены. На 2023 год у нас по Галскому району одобрены проекты на 3,5 миллиона. Это и растениеводство, приобретение техники, и там животноводство, 2 проекта, значит, по приобретению мелкого рогатого скота. Значит, я думаю, эти проекты будут тоже, значит, доведены до конца. Эдуард Барганджи также отметил, что Министерство сельского хозяйства и дальше будет оказывать поддержку Галскому району. Даже те проекты, которые не пройдут в этом году, не останутся без внимания. Они перейдут на следующий год и с большей долей вероятности также будут удовлетворены. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа.